Проверяем работу токового электромагнита, токовый расцепитель в качестве органа работы для отключения от релейной защиты. То есть устанавливается он в приводах выключателей высоковольтных, масляных, и имеет определенную характеристику, то есть ступенчатое переключение срабатывания или же плавная регулировка по срабатыванию. С помощью испытательной установки Ритом 21 третьей серии мы подаем аналоговую величину, это сила ток. То есть величина измеряется в амперах. Сейчас продемонстрируем работу по монитору дисплея. То есть сейчас в районе 7-8 ампер идет подача тока, 10 ампер начинается срабатывание. Вот этот шток действует на отключение выключателя. То есть при подаче определенного уровня тока должен сработать токовый электромагнит и подействовать механически на планку отключения выключателя. То есть весь цикл релейной защиты в устройствах 6-35 кВт заканчивается вот этим расцепителем последним. Его работа вызывает отключение выключателя, тем самым предотвращая короткое замыкание, и разрушение силового оборудования. То есть важный орган. Все предыдущее, что мы показывали, электромеханических реле, воздействует путем собранной схемы, какого рода. Схема дешинтирования тока цепи или на отключение на постоянный электромагнит. Воздействует в конечном итоге на привод с помощью расцепителей. Есть расцепители по току, есть электромагниты отключения на постоянный ток, есть электромагниты отключения от конденсаторов, заряд предварительно заряжен. Есть просто на перемену оперативной токе. То есть последняя вещь, которая выполняет релейная защита, это воздействие каким-то образом на высоковольтное силовое оборудование, которое предназначено для защиты потребителей. Вот такой вот указатель белый. То есть подошел персонал, обнаружил, доложил, произвел снятие сигнала. Снятие сигнала производится поднятием флажка. Электромеханической серии работает при срабатывании подачи питания на обмотку и отчетом времени по сигналу, внешнему сигналу, допустим, срабатывание реле времени на сигнализацию предупредительную и так далее, и так далее. Реле промежуточное, имеющее фиксацию, двухпозиционное. То есть срабатывает и остается в сработанном положении до получения сигнала на переключение в другой режим с помощью двух обмоток. То есть пишет терминал, какой вид защиты сработал. Подсвечивает светодиод, то есть, который заранее нужен был. Также пишет срабатывание МТЗ, максимальная токовая защита, первая ступень, короткое замыкание на фазе А, Б, С, максимальный ток 3,4 ампера, 3,4 ампера, это во вторичных цепях. В зависимости, какую ставку выставим на микропроцессорном устройстве, такие параметры он и будет регистрировать, и также срабатывать. С помощью ручного управления можно настраивать терминал, то есть уставки МТЗ 1.1, максимальный токовый перст. Введено в работу, блокировка по дискретным входам отсутствует, ток срабатывания 3 ампера. Сейчас был подан ток 3,4 ампера, что привело к срабатыванию максимальной токовой защиты первой ступени. Время срабатывания 3 секунды. Путем манипуляций вот таких можно изменить время срабатывания на 2 секунды, на любое время, согласно диапазону, установленным заводом-изготовителем. В настоящий момент проимитировал Максим Викторович работу терминала путем подачи аналоговых сигналов тока от реле томографа серии 71. То есть вот эти светодиоды, которые говорят о том, что произошло срабатывание какой-либо защиты, можно изменять с помощью надписи, также программным вариантом. Все наличия, ступеней и защит, вид защит настраиваются легко как с программным обеспечением с помощью компьютеров, также вручную при необходимости. То есть вручную это будет немного сжато, через ноутбук это будет более расширено. Конфигурация выбирается устройство. То есть первым делом настраивается у нас трансформаторы тока, имеющие коэффициент. В зависимости от каких
установленного трансформатора тока. Выставляем необходимый коэффициент. Допустим, если это 100 на 5, коэффициент будет равняться 20. Все это записывается и остается в памяти устройства. То же самое можно делать на микропроцессорном устройстве. Это уже российского производства. Но здесь уже более расширенно и предназначен для других целей. Это предназначен для защиты 635 киловатт. Этот терминал. Вот, кстати, видно, информативный дисплей выводит показания по току, уровню силы тока и по градусам. С выходом даты, времени и так далее. Вот смотрите его меню. То есть можно здесь в автоматическом режиме настраивать какие-то терминалы. В ручном режиме, также в автоматическом, с помощью специального программного обеспечения. Вот. Здесь вариант демонстрационный.